ремень. Это Форсаж 8, своей крутостью они вам всем голову сносят, вновь пролетая их спорткары оставляют след. Нет за ними не угнаться спустя столько лет. Всем вам известная команда, как всегда вместе. Во главе семья и понятие о чести. Они друг другу помогают из года в год. Брат брата прикроет, если несчастье придет. Но никто и никогда подумать не мог, что их лидеры в команде самый важный игрок просто возьмет и предаст всю свою семью, идя зачем не ясно к заклятому врагу. Не успокоится никто из команды пока их капитан за поступок не ответит сперва. И как бы это кому и не казалось бредом, но охота началась за Домиником Торетто. Форсаж все обвиняют и уже давно, мол, скатился и смотреть его не камильфо. Из крутого фильма про тачки и скорость превратился в боевик, и это уже не новость. Но вся проблема в том, что несмотря на это вы все идете покупать на фильм билеты. Ну а потом все в кино сидите с фейспалмом и кричите, что не выжить в жизни от таких травм. Да, в кино есть ряд нереальных трюков, и в жизни делать так же по меньшей мере глупо. Но без трюков этих фильм бы смотрелся скучно, так что делать их форсажи по-любому нужно. Но в этом фильме есть то, чего нет у многих. В Форсаже есть душа у каждого героя. Эти актеры будто стали для нас родными и тянут нас в кино, чтобы мы смотрели за ними. Обычный хороший рядовой боевичок, все как и прежде, разве что Винни старичок. Взрывы, драки, погони, спасти нужно мир. Мы это видели уже, но под углом другим. Твердая восьмерка для неизменного Форсажа. Не надо там сидеть и кричать, что фильм лажа. Для боевика здесь есть все, что нужно. Это рэп кинообзор, ставим лайки дружно.